Нормально? Уважаемая Надя, я приветствую вас, что вы участвуете в нашем Digital Bridge. Конечно, Digital Bridge прежде всего должен быть как-то мостом для казахского языка. Я понимаю, что у нас цифровой мир, но у нас даже в Казахстане мы говорим цифровой Казахстан. Пора бы понять, что Digital Казахстан. Это было бы лучше намного, потому что она как-то звучит. И вот, я бы единственно хотел бы вам задать вопрос. Как вы понимаете Digital Kazakhstan on the Kazakh language? Я как человек, родившийся в межнациональной семье и выросший с точки зрения академической среды в очень межнациональной среде в Штатах, для меня самое главное – это создание экосистемы, где каждый имеет возможность жить и развиваться в соответствии со своим языком и со своей культурой, где есть место для каждой культуры, где есть место для каждого языка и где нет искусственных ограничений. Мы двигаемся с уважением к многообразию. В моей профессиональной деятельности я много работаю с биологией и с тем, как развиваются биологические экосистемы. Когда мы говорим о биологических экосистемах, никогда не бывает так, что одно растение или животное может существовать без поддержки всех остальных. Дерево не может жить без микробов, которые производят и помогают напитать почву, без воды, без других насекомых и животных, которые дают в почву удобрения и так далее и тому подобное. И само дерево, его листья опадают и питают, опять-таки, другие виды. То же самое в экосистеме Digital. Не может быть одного чего-то, которое убивает все вокруг или подавляет. Можно чуть-чуть вас перерву? Вчера вы очень хорошо выступили на 24 КЗ в нашем канале. Вы понимаете, что значит Digital мир меняет? Вы как-то сказали, что повторите, что тупо. Нет, да? Ну ладно, нет, хорошо. Нет, не вопрос, я могу сказать. Хорошо. Я могу без проблем повторить. Да, без проблем. Все равно это будет редактироваться, я просто говорю, это мы отредактируем все так. Речь, понимаете, в том, что, к примеру, вот вы, возможно, вы в курсе, что в Казахстане уже поменяли 4 раза алфавит на латинском. Последней версии, к примеру, они предлагают поменять клавиатуру, там дополнить чуть-чуть ли не 7 символов. В Webis.net проекте, который я предлагаю, мы не меняем клавиатуру. Там мы переходим на автоматически на International Keyboard US, это международная клавиатура US, которая даже была разработана для Европы. Точно так же Казахстану можно точно так же адаптироваться в эту же клавиатуру и, пожалуйста, работать, потому что нужно считаться, что русский язык вот, в экономике Казахстана работает на 110%. И даже если мы статус его уберем завтра, говорится, просто наша экономика зайдет в тупик, это нужно понимать. Поэтому нужно плавно, адаптируемо переводить наш, как говорится, всю цифровую экономику Казахстана, она уже действительно цифровая, на государственный язык Республики Казахстан. Вот в этом плане, что бы вы хотели бы, что такое свое собственное сказать, или либо пожелать нашему правительству? Как я уже говорила, для меня очень интересный пример Хорватии. Я изучаю разные страны, и пример Хорватии, когда Хорватия после развала Югославии очень сильно пострадала от своего брата, с кем она была на кириллице, долгое время занималась возвращением и решением, будет ли она на латинице общаться, на хорватском языке, на кириллице и так далее. Для меня очень важно говорить об эволюции, а не революции. Когда мы говорим о плавном переходе, когда мы говорим о возможности для конечного пользователя выбирать. Единственное, что для этого пользователя нужно создать условия, где это очень удобно. И здесь, конечно, лучше всего работать с международными стандартами, вместо того, чтобы изобретать что-то собственное. Есть прекрасные международные стандарты, есть прекрасные практики. Мое пожелание для Казахстана – использовать эти практики. Это поможет и скорость увеличить, и поможет предотвратить какие-то ошибки или нерабочие варианты, которые уже другие страны прошли, которые проходили тот же самый, иногда очень болезненный, иногда очень легкий процесс. И еще мой вопрос один, потому что время.
Вы поймите, я специально побывал в Малайзии, изучил их, IT-технологию. Специально побывал в Грузии, в Армении. Вы поймите, меня удивило то, что, к примеру, в Грузии они вообще keyboard, клавиатуру, говорит, они вообще не трогали. Они автоматически в голове заклали грузинский алфавит и ничего не меняя, вот QWERTY они используют для грузинского языка. Такая ситуация в Армении. Но еще ситуация то, что у них операционная система Windows полностью на английском языке. Понимаете? И сегодня даже их молодое поколение говорится, в совершенстве владеют английским. И сегодня у них понятие мобильный инженер. Они совершенно могут спокойно, не нашли в Грузии, например, работу, спокойно едут в Европу, Америку. И я бы хотел чтобы вы сказали в этом плане для нашего молодого поколения Казахстана. Сегодняшний единственный способ жить и развиваться в турбулентном мире – это говорить на многих языках и использовать возможности, которые дают разные языки и разные платформы. Поэтому, если мы можем инвестировать в развитие английского языка с очень-очень малых лет, добавляя, конечно, этот язык прежде всего к национальному языку казахскому и к языку межнационального общения русскому. Если мы будем трехязычны, для меня это был бы идеальный вариант развития. Хорошо, будем придерживаться мнений таких, говорится, как вам сказать, можно сказать, экспертов. Коп-коп рахмет, Надя. Ага.